Мы работать, наверное, будем, как всегда, на двух языках. Кімге қай тіл ыңғайлы, сол тілде соға бересіздер ғой. Сіздер де сол тілде жаза бересіздер ғой сұрақтарыңызды. Қай тіл оңай болса. Бүгінгі тақырыпты білесіздер. Қазақша оны опасыздық деп айттық, оны көзге шөп салу деп айттық. По-русски мы говорим измена, и пока я вот сейчас завтракала и готовилась, думаю, а ведь можно поговорить не только про супружескую измену, да? Измена может быть между детьми и родителями. Например, когда Павлик Морозов сдал своего отца советской власти, это измена отцу? Да? Или когда Тарас Бульба убил своего сына, это измена сына своей родине, да? Или Батыр Баян қазақтағы, да? Сондай ғашық болды, ол елін сатып жіберді ғой, сатқындық болып тұр ғой. Сонда опасыздық, көзге шөп салу деп сұлу айтқанымызбен бұл сонда сатқындық емес па бұл? Сатқындық пен опасыздың арасында қазақшада немного есть разница. Айтыңыз, айтыңыз. Да, есть разница Ну, немного. в чем разница? Вот это вот, что он опасыздық проявил, он проявляет, но сатқындық емес. Видите, вот в обеих. Ну вот в чем вы разницу увидите тогда? В чем разница? Поступки же. Разных поступки. Ну как, ол сатып жіберді ғой әйелін құшақтаудың орны барды да басқа әйелді құшақтады. Своего сына, когда убил, я говорю, опасность көрсетіп, он же жестокость поступка проявил. Не, мы говорим не про Тараса Бульбу, мы говорим про его сына. Сын изменил родине? Батыр Баян изменил родине? И тогда, получается, так жестоко наказывают. А когда жене изменяют, когда мужу изменяют, не убивают. Да? Бывает. Как получается? Может быть, разница в этом тогда? Да, бывает. Измена или предательство по отношению к родине прям законом карается и сразу убивают. А муж и жена, почему здесь мы не убиваем? Может быть, об этом что-то. Да, женщин только. Только женщин. А есть хотя бы одна история, где муж изменил жене, и его стали все убивать или презирать? Мы, по-моему, наоборот хлопаем, да? Ура, екінші қатын алды, үшінші қатын алды. Ой, ана жерге жүріп кетті, мына жерде жүріп кетті. И еще девочки стараются, да, чем моложе, тем быстрее туда, к этому мужчине пойти, который вообще-то свою старую жену обижает, да? Он же изменяет. В глубине души это все переваривает, пережевывает и очень тяжело переносит, конечно, по сравнению с мужчинами. Это совсем. Ну и тогда, получается, есть разные позиции. Как женщина реагирует на измену и как мужчина реагирует на измену. Ну, бірақ кейде болады, еркектер де келеді менің кабинетіме. Осындай жағдай болды. Бірақ көбінесе келетіндер сол бейшара келіншектер, әйелдер, қатындар. Так вот, вопрос к тем, кто здесь уже сидит. Раз вы сюда пришли вживую, уважаете социальный проект, сейчас будете заказы делать в нашем тренинг-кафе, помогаете финансово. Поэтому ваши вопросы. Давайте будем отталкиваться от ваших вопросов. Я читал, что западные психотерапевты говорят, что у мужчин есть фантазии тайные. Потом они хотят видеть своих жен. Ну, не все, конечно, большинство. С другими мужчинами. Это их как бы доставляет какое-то удовольствие. Просто фантазировать об этом. Но как мужчины не признают о себе такое, да? Но с этим ли связан страх, вот это даже вот табу, чтобы мужчины ведь больше всего боятся, что жены им изменят как-то? Да, я сегодня буду говорить как минимум там о некоторых причинах измены, и вот одна измена или одна причина, которую вы уже здесь говорите, это бессознательная гомосексуальность. Мы обязательно к этому вопросу пройдем. Тағы да заявкаларыңыз. Бүгін не үшін келіп отырсыз? Бүгін менің бұрынғы Коронавирустан қорқпай келіп отырсыздар ғой. Менің бұрынғы қазіргі жолдасым бұрынғы некесінен именно әйелі измена жасағаннан ажырасып кеткен. Енді ол жолдасым қазір мені содан қорқыныш қалған сияқты да, мені Сізге де сенбей жүр ма? Сенбестік. Мен, по крайней мере, сондай бір сенбестіктерді сеземін де соған ренжимін. Жарайды, оны да У меня айтайық. тоже был случай, когда меня бывший муж подозревал все время. Потом я ему говорю, ты меня на работу отводишь, ты меня с работы забираешь, какие проблемы?
Нет, вот недоверие. Я говорю, может быть, ты сам где-то налево ходишь, и вот это рыльце в пушку, и ты что-то тут меня предъявляешь. И когда я ему так сказала, он успокоился, но в то же время всегда говорит, ну, типа, ну, ты же видная, везде там ходишь на каблуках, типа. Я говорю, что мне теперь спрятаться? Это вот вторая группа Вторая причин, группа, да, связанная с самооценкой. самооценкой, Да. да. Мы об этом тоже поговорим. То есть да. вот это вот меня тоже, Так. я все время говорю, какие у меня тогда проблемы должны быть, если это вообще дело в тебе. Ну вот как-то я его, видимо, зеркалила, что он все время вот, даже один раз пришли вот ремонтировать кухню, вот два крепких мужчины. Они прямо говорят, Мира, мы вам так сделаем, как хотите, вот как хотите. Он говорит, это что здесь такое? Я говорю, так они же услуги мне делают, в плане мне ставят кухню. Нет, говорит, а почему у тебя там белье лежит, типа на диване, на кровати? Я говорю, не успела вот еще. Вот, подготовилась и не успела изменить. Ну, то есть такие были фантазии, что вот меня это тоже догодило без конца. Ну теперь вы не с ним. Я не с ним. Вы не выдержали этих подозрений. Я не выдержала, да. Потому что даже когда я уже была беременна, у него даже возник вопрос, кем я беременна, от кого. Ну, да. Чей это Унизительно, ребенок? это очень Это было унизительно. очень Это очень унизительно. Я говорю, давай я унизительно. сначала рожу, а ты уже потом посмотришь уже. Да. Потому что сейчас ты меня не трогают, говорю, потому что по мне ребенок. И уже когда такой вопрос был поднят, я уже разочаровалась вообще в отношениях. Уже стоит ли человек настолько не доверяет, что уже как бы даже вот какие-то, даже какие-то там намеки уже мне прямо. Так, вот в прямом эфире, спасибо, мы будем говорить по вашей заявке. Я вижу сейчас 23 человека. Осы жерде мен ашуымды айтып кетейінші. Маған жекеге тегін, арзан, неге сөйлемейсіз қазақша, неге шықпайсыз ар жаққа бер жаққа дейді. Міне қазір тегін. Я қазақша да, орысша да екі тілде. Неге бары жоғы 23 адам? Сонда қайда кетті бәрігі? Тек әйтеуір ұрсуға да, они все мастера готовы какать мой адрес. А когда я каждую субботу выхожу в прямой эфир, где вот сейчас может быть 260, например, 1200, где они, которые каждый день в соцсетях обкакивают меня? Сондықтан пошли вы подальше деп айту керек. Кімге керек болса ол орысша да түсінеді, ағылшынша да түсінеді. Мен осыны жақында тағы да бір 3-4 адам сондайды какашкаларыма лақтырып жазып жіберді да, содан кейін ойлап тұрмын. Мысалы маған керек болды психоанализ. 50-ге жақындаған, ағылшыннан 0, екенін білмей бардым. Маған керек болған кейін ағылшынды қартайсам да үйреніп алдым ғой. А сонда мына жерде біздің Қазақстанда қазақша түсінбеймін деген қазақтар. Тегін айтып жатсам да жоқ қой мына жерде. Сондықтан осыдан бастап мен қайтадан өзіме ыңғайлы орысшаға өтіп кетемін. Керек болса үйреніп алыңдар, репетиторға барыңдар, аудармадан, гуглдан аударып алыңдар. Потому что вот посмотрите, вот если было 260 хотя бы, да, я поняла, да, им действительно нужно, вот они ждали, вот они слушают. Нет уже их. Ну как реклама? 5000 с чем-то в Инстаграме, и каждый день мы об этом пишем. Значит, 5000 человек знают, а где они 5000. Да. И тогда получается, это просто, знаете, капризы младенца. Вот я хочу, давай, а когда даю, уже начинают по-другому. Ну, может быть, со временем еще вы посмотрите какие-то. Бірақ сол бір назымды, ашуымды бір айтып алайын дегенім. Так, сіздер айттыңыздар. Сіздің заявкаңыз бүгін қандай? Нет, я не знала, тема пришла. То, что, конечно, прошло в жизни, я ворошить сейчас не хочу, вспоминать. Вы пришли ради любопытства. Нет, я по другому вопросу просто думала, по психологии просто. Енді сол сұрап тұрмын ғой, бүгін қандай мақсатпен келдіңіз деп. Мақсатым болған жоқ, я потому что не знала тему, ничего не знала и пришла первый раз. Жоқ, сол тақырыпты білмедіңіз, қай жерде екенін білмедіңіз, бірақ келдіңіз ғой, не үшін келдіңіз бүгін? Сол сіздің мақсатыңыз, не үшін бүгін келдіңіз? Зачем-то вы сегодня пришли же? Да, вопрос нет. Ну вот я и говорю, пришли просто ради любопытства. Где же находится тренинг-кафе? Анна Ханым как выглядит вживую, как с ней чай я вас попить. знала хорошо заочно. Да? Вот я и спрашиваю, а зачем вы сегодня пришли? Вот смотрите, вот вы в магазин пришли, и я как воспитанная продавщица говорю, чем вам помочь, да, что вам дать? Мне говорят, нет, ничего не надо. А тогда вопрос, а зачем пришли? Ну, по-английски есть слово window shopping.
Это вот прийти в магазин, ничего не покупать, но просто поглазеть, просто посмотреть. Вы можете даже честно сказать, женщинки, күн жеп жила, коронавирустан қорықпаймын, неге бармасқа, неге бір-екі сағат өсек соғып отырмасқа. И все. Здесь же ничего нет обязательно, это все бесплатные дела. Жарайды, ары кеттік. Ал сіздердің мақсаттарыңыз бүгін бар ма? Тілектеріңіз? Вопрос жоқ. Сізге? Просто мен енді измена деген тақырып емес, конфликт деп ойладым да, енді бывает же, күйеуіңмен бір конфликтқа түсетін моменттерге, может, көмегі болар деп келдім. Бывает же, семья Ну, бывает. измена это как раз-то про конфликт, знаете. Измена Там, где бывает, нет конфликта, там не бывает измены. Нет, измена деген нәрсе бізде енді болған жоқ шығар деп ойлаймын енді. По крайней мере, өзім сөйтіп ойлаймын, бірақ ол жерде оны анықтауға болады, кстати, қалай анықтауға болады деген мәселе бар. Не, басында мына кісі айтқандай болды, қызғаныш болды, чересчур общительный болдым, чересчур ашық общительный болған кезде күйеуі қызғаншақ болады екен. Мен соны түсіндім. Кейін өзімді өзім ұстай бастадым, все-таки менде күйеуім бар. Бұрынғыдай, анамен де бір, мынамен де бір сөйлесіп беруге болмайды екен ғой деген сияқты. Өзімді тыя бастадым. Кейін кішкене басылған сияқты болды. Ол до сих пор бывает иногда бір жақтан кешіксең или массажға барсаң, мужчина жасады ма или тағы да бірдеме. Бывает ондай момент, конечно, еркек қой. То есть нету все-таки, получается, свободы в ваших отношениях, и даже до сих пор, если даже массажист, не все ли равно, кто массажист, это функция просто, да? Да, это услуга просто. Кеше ғана мужчинадан массаж алдым. Айтқан жоқпын, еще раз зачем? Бассейнге барғанмын, оказывается, бесплатный массаж кіреді. И бесплатный массаж, аржан айттым, мама, давай, бізде бір массаж бар екен, бесплатный кіре салайықшы, давай кіре салайық. Барсам, бір ер адам, біреу әйел дейді. Не істеймін, 18 жастағы қызды еркектеп жібере алмайсың, естественно, не надо маған мужчина деді, ладно, сен бара придется деп. Так и хочется рассказать. Всегда мен ер балдардан алған ғой, мәкең сол кезде ғой. Ер балдар не сонша ұзақ, оларға не ақша жасау керек. Біз бірдеме ер адамдар, ер балдар жап-жас жасады, диагнозға дейін. Бывает ондай моменттер. Вот сейчас прям, кстати, когда про свободу, так и хочется рассказать личный пример. Ну, когда-то мы с мужем решили поехать в Амстердам. И мама узнала, что там есть знаменитая улица Красных Фонарей. Я объяснила, что это такое. Ну, вообще, что за город, куда мы едем. И моя мама, теща моего мужа, добровольно сама дала ему 200 евро. Балам, ана бір қызық жер бар екен, соған барып кел. 200 евро у него отдельно в кармане для этих целей. Но я, как всегда, у меня занятия же в институте психоанализа, я учусь, я днями учусь. И спрашиваю, бардың ба, көрдің ба? Барып келдім, көріп келдім. Ну, я довольная, он выполнил как бы задание. Сөйтіп қарасам, қалтасына 200 евро әлі жатыр. Эй, сен бармапсың ғой. Қолынан ұстап алып, давай пойдем. И я его водила по всему этому кварталу. Я сама там была в первый раз как раз, мне тоже очень интересно. Я сначала думала, что это манекен. Бүйтіп қарасам, ол манекен бірдеме қылып қимылдап жатыр. Ой, мына манекен емес, сен іздеген қыздар екен ғой. Давай, мынаған баршы деймін, мұны түрі жақсы ғой. Қой, оның әжімдері бар дейді. Онда мынаған баш десем, қой, ол қап-қара ғой дейді. Жүр, мынаған баш десем, жоқ, сары не пойдет дейді. Сонымен бір сағат ары бері жүрдім. Бармай, сол 200 евроға кәмпит-сәмпит алып қайтып келді. Әйел жанында жүргенде бар. Свободу даешь, человек не Иә, делает. бір өзінде жібердім, күндіз барып келді. Иә, давай баршы. Прям баршы деймін ғой, одан кейін маған айтып бересің. Бірдеме үйренесің ғой, кейін маған да бір пайдасы тиіп қалады. Барып көр, үйрен, сосын маған үйрет соны. Поэтому, когда очень много доверия, свободы, я думаю, навряд ли это будет. То есть это же о том, что есть доверительные отношения, и мы можем поговорить о том или о сём. И я думаю, что измена там, где нету душевной беседы, где нету от души до души мостика, чтобы рассказать, да, там не нравится, здесь не нравится, а что если вот так, а что если вот так. Ну, у нас еще есть участник. Я просто очень люблю психоанализ, у меня было время свободное, и никакой даже коронавирус
мужского рода не задержал. Я пришла. То есть вам все равно, чем Да. подчевать Какая вас сегодня. тематика Қандай была, тақырып, да. қандай Я- сұрақ болса да. Я теперь вот относительно этого. Мы с одной девушкой гуляли в одном торговом центре, и я просто как бы по юмору, как бы сказал, я хочу посмотреть на этих манекенов, у которых нижние были женщины. Она говорит, давай пока курит меня айналып келейін. И я не знал, как реагировать на это. Это есть доверие или что-то другое? Да. И безразличие. Нет, это Не поняла, это вы интересовались женским бельем? Я смотрел на манекены, я просто по приколу, Да. как она отреагирует. Я пока А она полюбовался. сказала, я уйду в сторону тогда. То есть она не выдержала, она не составила вам компанию, да? Она не сказала, о, какие кружева хорошие. Ой, мына біреудің емшегі жақсы екен. О, мына біреудің лифчигі жақсы екен. Она же вам компанию не составила. Она ушла в сторону. То есть тогда, значит, ваши ценности разные. Даже если это шутка. Вот английская поговорка, я вчера на вебинаре об этом говорила. Не женись на той девушке, которая не смеется над смешным для тебя анекдотом. Поэтому, когда девушка и парень гуляют, встречаются, и они часами о чем-то говорят, это хорошо, это здорово, завтра они могут жениться. А если они пошли в кино, и там тұрыс екеуі екі жақтан отырып тек хрум и киноны көрді, шықты қол ұстасып, иә, мүмкін одан кейін шешім жатқан да шығар, бірақ әңгімелескен жоқ қой олар. Понимаете? И тогда, если завтра они даже славный секс, они женятся, о чем они будут говорить? В лучшем случае они будут говорить, ей қатын шай дайын ба? Ана бала тышты ма уақытында, сүт бар ма, үйге нан келдің ба? И все. И это опять пахнет изменой, это опять пахнет ревностью. Ну, как минимум, это супружеские конфликты, это такая напряженная семейная атмосфера. А когда они могут фильм посмотреть, поржать, посмеяться, или наоборот поплакать на какой-то другой серии, куда-то вместе побродить, баланы котировала. У нас есть иногда в тренинг-кафе, я знаю, такие семьи приходят, екі баласын арқалап алады да, екеуі просто так ходят. И вот там за 600 тенге вот чебылечки поели и довольны, да? Потому что им есть о чем говорить, и проблема там не в деньгах. Вот об этом. И я думаю, что в этих случаях тогда супруги не будут изменять друг другу. Понимаете, когда говорим измена, это же разные степени, разные градации. Понимаешь, человек перестал любить, это уже измена. Человек подумал про себя, про другого, это уже измена. Но чаще всего женщины, ну, считается так по исследованиям, считают изменой даже то, когда человек мысленно думает о другом, вздыхает о другом. То есть механического телесного секса с другой женщиной не было, но если муж и жена чувствуют это, для нее это уже больно, для нее это уже измена. А для мужчин, для большинства мужчин, считается изменой только если женщина переспала, только если она реально занялась сексом. А то, что женщина в душе там 20-30 лет любит другого и думает о другом, для мужчины барибар. Есть такой пример, одна женщина с 10 лет, как влюбилась в своего одноклассника, так вот всю жизнь любила. Да, у них жизнь их после школы развела по разным сторонам, тот женился, она попозже вышла замуж за другого, там есть дети, тут есть дети, но она все время его любила, она все время его ждала. Но так как это стал со временем известный человек, она чуть в обморок не падала, когда его по телевидению видела. Вот, то есть, но муж при этом ее никуда ничего... Именно за этого человека он даже не знал же, не подозревал. И поэтому даже если были конфликты, эти конфликты были там как бы по другим вопросам, не поэтому. Поэтому вот тоже, как считать, это измена или это не измена? То есть фактически в реальной жизни она никогда с другим мужчиной не встречалась, правильно? Никаких смс, никаких WhatsApp. Это просто в голове с 10 лет все время. Как считать, измена это или это не измена? Поэтому в разных семьях, в разных парах, наверное, вот эти степени, они очень разные. Так, я слышала, что у нас по прямому эфиру будет там анонимный клиент, правильно? Да. Да, поэтому я предлагаю, что на мой тогда WhatsApp эта женщина или мужчина мне позвонит, потому что нужно будет, чтобы сразу голос было слышно. Да, потому что писать это не то дело. Кстати, психоанализ для тех людей, которые умеют думать и умеют говорить. К сожалению, даже если человек умеет думать, но он не умеет говорить, мы не можем с ним работать в психоаналитическом подходе. Потому что психоанализ – это лечение словом. Поэтому клиент должен говорить, мы должны говорить. Это все время разговор, и это все время беседа. Получилось?
Вот это кто-то из вас должен быть, читать, может быть, со временем, да. А что он там? Что-то такое пишет тебе. Какие-то комментарии или что-то. Ну или тогда потом ссылку всем дадим уже, раз есть YouTube, тогда YouTube послушают. Вот так лучше сделать. Я уже несколько последних дней, 2 дня последних, наверное, делаю объявление про этот салон по измене. И вы догадываетесь, что в личку уже приходят разные рассказы. Поэтому какие-то рассказы это из моих реальных клиентов, какие-то рассказы это вот то, что мне в личку пишут. Да, отсюда по WhatsApp пусть она мне Вот как позвонит или там ты мужчин, я спрашиваю иногда, ну, Так. даже коллег, Вот, я их спрашиваю, в чем причина измен. Они говорят, ну не причина, что мы хотим с этой женщиной жить там, просто это типа наши победы, как бы мужские. Да, это есть тоже. Это вот вопрос самооценки. Да. То есть они самоутверждаются таким образом. Да, да, да. Вот кто-то там хотел быть клиентом в прямом эфире, да? На WhatsApp позвоните, Анна Ханом. Так, 8702 31, 30. 44, 3 тройки. Угу. Будем ждать. Ну, давайте, наверное, начнем разбирать вот, группу по самооценке, да, ваш пример, женщину пропустим. Есть самооценка у каждого. Вот вчера на вебинаре как раз мы разбирались с самооценкой. Есть самооценка у мужчины, есть самооценка у женщины. Мы просто взяли в целом супружеская измена, но здесь нужно понимать, измена может быть и просто это гражданский брак, как бы официально они не муж и жена. Это может быть girlfriend и boyfriend, да, парень и девушка встречаются и тоже изменяют друг другу. Так вот, ваш последний пример о том, да, такое есть. Мужчина, у которого заниженная самооценка, сказал там, ой, изжог, ну он сам так считает, может быть, внешне с ним все в порядке, но он сам считает, что плечи не такие, например, он считает, что у него пенис короткий или маленький. Вы, наверное, мамы и знаете, что мальчики время от времени в подростковом периоде там меряют длину, да, у кого сколько сантиметров и кто дальше писает. Вот нам повезло, у нас есть мужчина, он, может быть, свою историю такой тоже расскажет. Вы так не соревновались. Нет, а если все нормально, и внешне, и финансово, человек психологически, эмоционально. Это вы так думаете, понимаете? Это ваша оценка. Мы сейчас говорим про внутреннюю самооценку. Но мужчина считает, что у него не столько миллионов, сколько он там должен бы иметь. Там дом не такой этажности, какой должен бы. Ну, это есть, Не знаю, да. там. Не дома, Ну, вот, хаос это тоже какой-нибудь. Какие-то тоже комплексно, да? всякое, да. И, не знаю, там, допустим, язык, речь, зарплата, должность, позиция. Вот она уже все в прямом эфире. Вот она должна свой микрофон пока убрать. Только когда я. Siz өзіңіздің микрофоныңызды Да. өшіріп қойыңызшы. Мен айтқан кезде я сюда ее Қазір Анна поставлю. ханым айтады, сол кезде қосасыз, жарай ма? Енді дұрыс. Ага. Сюда поставь, пусть она пока послушает. По очереди. Да. Сәлематсыз ба, мен кейін уақыты келгенде, реті келгенде сізді қосамын. Өзіңіз микрофонды қосып, әңгімеңізді айтып бересіз. Қазір біз мына жерде басқа тарихтарды айтып тұрмыз. И поэтому мужчина, который считает себя не на 5, не отличником, не удачником, он будет изменять. И поэтому каждая измена или каждая как будто для него это победа. Это не говорит о том, что он хочет развода. Он не разводится, потому что дети, обязанности родителей, он может быть хороший родственник, но именно как мужчина. Он может бегать за всякими новыми юбками, чтобы доказать себе, вот какой я славный. Да? И вы замечаете, например, частенько мужчина маленького роста, а среди казахов в основном маленького роста мужчины, у них очень большие машины. Вот когда, если вы в Европу куда-то попадаете, вы увидите самые крутые люди там и очень махонькие машины, да? А у нас махонький мужчина, но огромная машина. Так вот, символически машина – это фаллос. То есть, скажем, анатомически у него маленький пенис, но зато символически у него очень большой фаллос будет, да? И, ну, в истории, например, Сталин был всего лишь 1,56 м. Это маленький мужчина, но зато весь мир, как считает, да, это глыба, это громадина, там все женщины любили, все дети его любили, вообще весь народ его любил, без него там страдали и плакали, как будем жить без Сталина. Гитлер такой же маленький, Наполеон такой же маленький,
И это вот такой известный очень симптом маленького мужчины. Когда Этим маленький тоже не мужчина, висят. анатомически маленький мужчина, и он всякими своими другими победами пытается приподнять себя, и фактически это неплохо, потому что они делают очень много для своей страны, для своей экономики, для своей семьи. Да, это миллионеры, это успешные люди, это хорошая карьера. Но мы берем маленький аспект, да, как вот при всем при этом у него складываются отношения со своей женщиной. Ну, то есть все-таки традиционно в нашем обществе считается, что мы все моногамные, один мужчина должен быть и одна женщина должна быть. Да? И как только получается 2,5 или 3, уже начинается страдание на той или на этой стороне. Вот это, наверное, небольшая присказка про мужскую самооценку. Но ведь самооценка есть и у женщин тоже. И поэтому женщины точно так же делают. Женщины могут тоже так же изменять, чтобы доказать себе, что она еще ох-охо, что она умница, красавица. Потому что муж, знаете, вот еще что происходит? Так называемое, через 10-15 лет наступает супружеская пустыня, или такая скука. Потому что одно и то же. Ну, представьте, вы 15 лет каждый день едите один и тот же бешбармак, хоть там трижды хорошее мясо там. Или все 15 лет вы едите один и тот же борщ, или там одну и ту же лепешку. Это уже пресная лепешка, да, это уже надоевшая, привычная лепешка. И даже если лепешка, но хочется уже лепешку с изюмом, лепешку с луком, ну что-то разнообразить. И если две стороны не соображают мгновенно и не начинают работать над отношениями, один из супругов обязательно пойдет в сторону, потому что там найдется лепешка с изюмом. А дома самая обычная простая лепешка. Поэтому то, что вы рассказываете, еще вот почему мужчина или женщина уйдет в сторону. Ну, я знаю чаще рассказы своих женщин, потому что мужчина традиционно, получается, сунул, плюнул, вынул и уснул. И женщине это очень обидно. Женщина, женская душа так устроена, что сначала нужно разбудить душу, только потом может разбудиться или пробудиться тело. У мужчин по-другому, у них тело всегда готовое. Поэтому сначала нужно бы очень длительную прелюдию. Добрые слова, ласковые прикосновения, объятия, какой-то там шепот, да. Ну, то есть это женщина, получается, та печка, которую нужно долго растапливать. Да. А мужчины, ну у них пенис на это похож. Мужчины как спичка, раз и сразу загорелся. И поэтому вот скорость физиологическая или химическая, она не совпадает. И только на уровне сознания мужчины и женщины, они добровольно, осознанно это делают. Они понимают, у кого какая скорость. Да, изредка есть женщины тоже как спичка. Да, вот одна клиентка рассказывает. Он звонит, она открывает дверь, сразу начинают они целоваться, и все. И она ничего не помнит. Я говорю, как это долго длится, когда вы потом в себя приходите? Ну, я не знаю, говорит, сколько там уходит, ну, примерно 20 минут, 30 минут, или час, или полтора. После этого они раз и опомнились, уже с кровати соскочили. И теперь от кровати и до входной двери, вот эта вся у них одежда, она по очереди там. Понимаете, получается тогда и он, и она, это вот как две спички, которые сразу вспыхнули, и поэтому им очень хорошо. Причем это бессознательно просто. Конечно, вот такое сильное у них влечение друг к другу. И В этом же ничего хорошего нет. когда почему? Это Сознательно очень начинает, здорово, а они потом они- славно отдохнули, да, они сняли стресс. Вообще, если вы были замужем или был хотя бы опыт сексуальный, вы, наверное, знаете, что такое оргазм. Поэтому я так понимаю, вот у этой пары очень длительный, качественный такой славный оргазм, и ради бога, этому надо только аплодировать. Есть у меня клиентки, которые замужем много лет, уже куча детей, а до сих пор не знают, что такое оргазм. Апай, оргазм деген не деп сұрап тұрады. Я говорю, ну сначала орысша, қазақша, тетушку Google откройте, я, конечно, вам объясню, что это такой момент, когда вы всех готовы продать. Это такой момент, когда вы никого ничего не помните, да? Вот почему Батыр Баян, вот почему там сын Тараса Бульбы и продают свою родину. Это вот такой оргазм, за который они родину готовы продать. И поэтому, когда поэты пишут «За твою родинку я готов отдать полцарства и коня», они отдают не за родинку где-нибудь на щеке у этой красавицы, они отдают за оргазм реальный или предполагаемый, да. Поэтому вот цена измены все-таки она как-то связана с этим оргазмом. То есть, когда дома, в постели, мужчина или женщина
забывает об этом аспекте, то тоже начинается сексуальная пустыня, и поэтому начинают искать. А что если договориться и вместе начинать? Если знать, что уже прошло несколько лет, и поэтому нужно что-то менять, и нужно менять что-то в постели, потому что все супружеские конфликты основаны на конфликтах постельных. Когда в постели все хорошо, редко бывает измена, потому что там все хорошо, все есть. Для головы есть, для души есть, для ниже пояса есть. Зачем ходить налево, когда дома это бесплатно и регулярно? Потому что мужчинам иногда тоже нелегко. Идти налево, это значит, нужно дополнительные деньги иметь. Это нужно время, это нужно искусство обманывать, выворачиваться. Ну, хотя есть разные мужчины. Вот я сейчас вспомнила одного мужчину, это тоже измена. У меня была женщина, которая за 50 уже, да, и она стабильно замужем, уже там лет 35, может быть, уже дети взрослые. А почему она пришла? А потому что она узнала совсем недавно, что у ее мужа есть вторая семья, и там уже дети есть, которым лет по 17. Она вообще в шоке. Как это так? Муж все время дома, понимаете? 20:00 он дома, и ни разу не было, чтобы он дома не ночевал. Как может быть вторая семья, и как может быть там ребенок, которому уже 17 лет? Ну, так как вы понимаете, это более-менее состоятельная семья, она наняла частного детектива, да, она адрес, все узнала. И так как это умная женщина еще, она там представилась то ли налоговый инспектор, то ли горводоканализация. В общем, она вошла в этот коттедж. И тут уже у нее вообще челюсти опять отвисли, потому что точно такая же занавеска, точно такой же сервиз, даже дверные ручки точно те же такие, которые она выбирала для своего коттеджа. То есть вот лет 17, 18 или 20 там у них свой коттедж, и точно прям идентичный коттедж, вот тот же самый. То есть получается вот последние 20 лет у мужа этот роман, да, это такая регулярная, системная, стабильная измена, и вот так он себя ведет. Поэтому где он там успевает в рабочее время, обеденное время, но он всегда ночевал дома. Поэтому она была 100% всегда в нем уверена и никому не давала рта открыть. И почему 17 лет там подруги, родственники, все равно где-то кто-то знал же, они не могли ей это сказать или доказать, или показать. Ну, пока вот, наверное, не пришел свой черед такой. Разные истории бывают такие. И, конечно, мы с этой женщиной достаточно продолжительное время работали, причем я хочу сказать, таких женщин не одна. Вот примерно за 50, и вот такие истории начинаются. Да, там вторая соперница, она всегда помоложе, дети моложе, сама женщина моложе. И поэтому женщины, которым за 50, они начинают теперь прихорашиваться. Они начинают ходить в салон, да, меняют стрижку, там косметолог. То, что они на многие последние годы плюнули, теперь как-то они начинают, как женщины, снова оживать в попытке вернуть своего мужа, вернуть его внимание. Но это переменный успех, да, иногда бывает. Мужчина возвращается. Ну, в принципе, вот этот мужчина, он и не уходил, он все время дома. Но речь идет о том, чтобы вернуть его душу, да, вернуть его внутренний интерес. Хотя секс он выполняет, зарплату он домой приносит, детей он воспитывает, на свадьбе всегда он вместе с ней, как бы вот внешне нету, казалось бы, к нему претензий. Эти женщины потом начинают ходить на всякие тренинги, ходить по психологам. Женщины ходят на всякие тренинги и сексуальные, да, не знаю, там мантры, тантры, вумб-билдинг и все остальное. Наконец-то начинает. Ну, кто-то даже идет и делает пониже пояса операцию снова, чтобы был мышкин глаз, и чтобы снова был славный секс. Жалко таких женщин, да, вот они пришли, когда уже за 50. А почему они не пришли тогда, когда за 30, когда уже хотя бы 7, 8, 10, 15 лет прожили, когда бы вот это можно было не допустить? Конечно, в целом объективно можно сказать, что в нашем постсоветском пространстве не было психологической культуры. И вообще, вы знаете, в Советском Союзе секса нету, да? Откуда дети берутся, неизвестно. И поэтому частично в нашем Казахстане до сих пор тоже секса нету. И его не должно бы быть. Нет, оно как бы может и есть за какими-то занавесями, но почему-то обсуждать тему не все любят. Да.
даже вот, ну вот, я, например, сейчас с молодым человеком я могу обсудить тему, если мне что-то не нравится или ему что-то не нравится. А раньше вот с бывшим своим мужем я не могла обсуждать. Он мне говорил, так, закрываем тему, всё. То есть Так для вот- него это было настолько то ли унизительно, то ли страшно слышать. Так вот как раз вот это и есть такая взаимосвязь или гармония между потребностями души и тела. Вы же говорили про фантазии. Вот фантазии есть и у мужчины, фантазии есть и у женщины. И надо про них говорить. Ну, я же говорю, у меня большинство женщин, и женщины опасаются говорить о своих фантазиях, потому что как только она скажет, эй, байым, ана жерде бүйтіп мына жерде бүйтіп жіберші, он сразу скажет, мынау қатын жайлап қай жерге барып келдің, нені үйреніп келдің, да? Они очень даже этого опасаются, хотя у женщины очень много фантазий. И поэтому тогда мы с ней начинаем как-то потихонечку, деликатно, как можно на эту тему поговорить со своим мужем. А потом выясняется, что у некоторых мужчин были такие же фантазии. Он тоже боялся ей сказать, эй, ана қолыңды былай көтерсейші, мынау аяғыңды ар жаққа көтерсейші. А когда поговорили, и получается. И все, и уже не нужно никуда налево ходить. Просто вот налево входит еще одна вот причина, потому что сексуальные фантазии не выполняются. А это также на жаны бардың желі бар. Очень много фантазий же, а хочется их воплотить как-то же, реализовать. И так как с женой нету таких отношений, идет налево и предполагается механически, что иногда это проститутки, да, там нету любви, там нету чувства. Ну, механически, что проститутки, и там можно все фантазии выполнить. А почему бы не поговорить между собой? Почему, ладно, может быть, все фантазии не получится, потому что или у него, или у нее уже вот такой живот, Камасутру возьмите, уже все эти позы уже нереально делать. Ну, 33 позы нереально делать, ну, хотя бы 5-6 можно, наверное, сделать, что-то изменить. Иногда элементарно сама женщина не знает вообще-то, где у нее эрогенные зоны, и где что нужно ей почесать, где нужно пообнимать, пощекотать, чтобы ее печка быстрее там зажглась и растопилась. А мужчины, да, в последнее время усиливаются религиозные тенденции, опять могут меня тут закакать, забросать камнями, где вообще нужно все во всем этом черном, да, и не знаю, только один раз на 3 минуты приоткрыть юбку и опять тут же закрыть. Как раз таки в религии все открыто говорится, как все есть название. Почему Да, у я нас- сейчас да, радуюсь, да. когда вижу в Инстаграме там блогерши, я не знаю, там женщины в хиджабах, и они говорят, вот приходите на тренинг и поговорим там об оргазме или о сексуальном удовольствии. То есть религия и секс, они как-то это пытаются связать. Ну что ж, это тоже хорошо. Какие-нибудь 5-6 женщин тоже обрадуются и будут рады в этой жизни. Вот. То есть вы согласны с этим, да, что если бы не было, если бы было обсуждение сексуальных фантазий, было бы меньше измены, было бы меньше предательства, было бы меньше плачущих мужчин и женщин. Знаете, не только женщины плачут изредка, но мужчины приходят, и мужчины тоже страдают от измены, тем более вот вы тоже об этом говорили. Да? Потому что у женщин и мужчин одинаковая душа. Если вы верите в Бога, Бог одинаково создал, да? Для Него вы одинаковые дети, и поэтому душа есть у каждого. Ну, наша культура такая, что мы говорим, сен еркексің ба, көз жасыңды көрсетпе. Ты забыл, что у тебя там внутри штанов? Ну-ка быстро убери слезы, да? И поэтому из поколения в поколение мужчина считает, что он должен быть очень крепким. А почему крепким? Физиология одна и та же, да, химия одна и та же, физика одна и та же. Поэтому и психология будет одна и та же. Это очень многое зависит от воспитания. Конечно, я думаю, что если дома мамы с девочками, папы с мальчиками в детстве, в подростковом периоде как на эти щекотливые темы говорили, это все равно будет как культура. Тогда эти люди со своими детьми будут говорить, эти люди со своими супругами будут говорить. Вот не зря же в советское время нам всем говорили, что семья – это ячейка общества. Будет крепкая семья, будет крепким обществом. Поэтому нужно очень много уделять внимания семье. А семья на чем основана? Основана на супружеских отношениях. Да? Супруги будут крепкими между собой, дети никуда не денутся. Опять вот записался парнишка, ему лет 20, ему официально поставили шизофрению. А почему? 2 года назад, то есть 18, уже вроде большой мальчик, да, большой парень уже, родители развелись. Да? Вот. Что значит шизо? Скицо – это как раз разделение.
Да, и все, и парень не выдержал, его психика, его душа тоже разделилась. Часть за маму, часть за папу, и все, ему официально поставили шизофрению. Поэтому разводы, особенно на детях, очень сильно сказываются. Может быть, это не сразу видно, это со временем будет видно. То есть именно в тот день он же не сошел с ума, но сейчас, через 2 года, вы видите, он приходит за помощью. Принадлежность, наверное, теряет. Просто ему надо сказать, что это отношения между родителями, но не между тобой. Разные родители, разные родители. И тогда это вот как раз то, что я говорю, это же тоже измена. Родители же кинули ребенка, да, это и не одного ребенка. Родители-то даже выступают как предатели по отношению. Почему я и говорила, да, можно поговорить и измена родине, измена родителям, измена детям. Но все-таки, да, мы концентрируемся, конечно, на измене супругам. Так вот, прежде чем перейти к индивидуальному приему клиентов, еще вот вторая тема, что я говорила. Вы все согласны, что мы состоим из клетки, которая состоит из 2 половинок, от мамы и от папы. Правильно? Это все знают. Хоть в Бога верите, хоть не верите в Бога, от природы, ну, не знаю, в элементарные знания. Это значит, что внутри каждого из нас, или наш организм, наша клетка устроена так, что там есть X и Y хромосомы. То есть есть мужская клетка внутри женщины и есть женская клетка внутри мужчины. И в психоанализе ученик Фрейда Карл Густав Юнг, он как раз на этом базируется и вводит понятие анима и анимус, да? Мужская и женская часть в душе каждого из нас. Но хотя эта душа, психология, основывается на физиологии. Физиология основывается на химии. То есть X, Y хромосомы – это мужская и женская. Это предполагает, что... То есть не Фрейд придумал, а Фрейд просто это вот как описал. Это понял, осознал и описал. Что каждый из нас может быть или фактически есть бисексуал. Наш организм устроен, наше тело устроено так, что мы можем получать сексуальное удовольствие, тот самый оргазм, и с мужчиной, и с женщиной, и с животными, и с предметами, а иногда даже просто от идеи. Подумала про кого-нибудь там, кто сейчас, там, какой-нибудь корейского назовите мне, у меня сейчас молодые казашки, все плачут по-корейским, я их не запоминаю, как это, пак, мон, чири, еще чего-то, да-да. А не знаю, в общем, вот как только она подумала про этого корейца, у нее может быть оргазм, да, просто от идеи, никаких как бы соприкосновений даже нету. Так вот, поэтому мы все гомосексуалисты. Но это бессознательно, это на глубинном уровне, потому что наше воспитание приводит к тому, что положено женщине спать с мужчиной, мужчине положено спать с женщиной. Хотя сейчас взрыв демократии, да, взрыв свободы, и поэтому даже у нас в Казахстане, и причем я хочу сказать, не в Алмате, не только в Алматы, ко мне звонят из далеких каких-нибудь колхозов, аулов, то голубые, то розовые. Вот говорить, что только столичная молодежь, да, что столичная молодежь извращена, это нет. Это уже в далеких колхозах, аулах и поселках это все есть. То есть есть это уже и в Казахстане. Так вот, то, что лежало в природе, как только пошла как бы атмосфера демократии и свободы, это выходит наверх. Ну, не знаю, допустим, вот очень строго. Нам всем не разрешается пукать. Вот сейчас же никому не разрешается пукать за столом, правильно? Даже если сильно вы хотите пукать, вы не будете это делать. Вот примерно раньше было таким сексуальное воспитание наше. Даже если вам хотелось, вы этого не разрешали. Но изредка, вы знаете, всегда бывало. И поэтому, может быть, даже вы вспомните, даже молодые вспомнят в вашем там, родном месте, всегда были какие-то люди, которых вы знали, что это вот 2 женщины живут вместе, или вот мужчины живут вместе. Это всегда было, но это было очень закрыто, втихомолку. А сейчас просто люди честно об этом говорят. Недавно пришла... После Нового года, сравните, молодая девушка, очень активная, так она защищается. Она как пришла и сразу... Вы можете представить, что вы пришли в мой кабинет и сразу вот так вот сели? Все равно вы как-то по-другому будете сидеть. Она вот сразу так села, понятно, что защищается. Она говорит, в общем, я гомосексуалистка, но проблема не в этом. Я к вам пришла по-другому. Моя спутница пьет, типа, да. Поэтому это тоже люди, это тоже пары, и у них есть свои всякие и измены, и всякие другие проблемы, которые есть в традиционных парах и семьях. Так вот, теперь что происходит, как бы скажем, в традиционных супружеских парах? Внутренняя, бессознательная гомосексуальность, она требует выхода. Жаны бардың желі бар. И если в душе у вас есть газы, и в теле газы, рано или поздно вам нужно пукать, да? Рано или поздно вот ветер, этот газы из вас должен выйти.
И что тогда делают? Это же все бессознательно. Сам мужчина, ваш муж, там, ваша жена, ваш дядя, ваш брат, они это не осознают, но они это делают. И в голове появляется фантазия. Вот, допустим, муж начинает видеть, что его жена там, в объятиях с кем-то. И когда я спрашиваю, что именно вы видите, он будет всегда видеть, как она занимается сексом с другими мужчинами. И тогда, получается, когда постоянно он об этом думает, а супруги это как замок и как ключ, да, они всегда вместе. И его бессознательное желание рано или поздно переносится к женщине. Иногда это полубессознательно. Вот когда он активно вас ревновал, «Жалеп қатын, анада бардың ба, мынаны Мысль істедің его ба?» реализовалась. Да. Он уже словами говорит, да. И тогда происходят, конечно, разные вещи. Женщина иногда вполне сознательно, у меня была такая учительница, она вполне сознательно сказала, да что ж это такое, 20 жылдан бері жалеп қатын. Да я даже не думала ни о ком, никогда, да, но уже 20 лет прошло, она все это терпела, потому что дети, но когда 20 лет прошло, вы понимаете, дети уже школу стали заканчивать, а она учительница, и она однажды решила отомстить ему. А в школе всего-то 2 мужчин, да? Ну, директор школы, куда она не может пойти. Ну, физрук, с которым она может поговорить. И она физруку сказала, «Тауға барамыз ба?» Они сходили в горы. Муж ни черта не знает об этом, да? Но зато она такая довольна. За 20 лет, наконец-то, я ему отомстила. Я ему отомстила. Да, такая. Оправдала надежды мужа, называется. Да, что такая слетела куда-то. Светлана Ханом тут слетела, мы не можем. Да, как-то. Я тут пока ударила по столу, и он улетел куда-то. Ладно, возьмем посмотреть. Да. Вот понятно, да, что срабатывает в психологии женщин или мужчин. Иногда женщина также делает. Сен ары бардың, аны иттің, ар жаққа бардың, мына жаққа бардың. И поэтому срабатывает психология, уж лучше грешной быть, чем грешной слыть. А ақыры сен сөйтіп айтып жатсың ба, онда мен шынымен де бара салайын, соны жаза салайын. И тогда женщина туда, вот вы знаете, эта женщина тоже 20 лет, она никуда не ходила. Но почему? Иногда более молодые, более уязвимые, они действительно идут. И мужчины идут, и женщины идут. Что тогда получается? Мужчина переспал с другой женщиной. Его пенис побывал внутри другого влагалища. Теперь же он приходит к своей жене, и тогда как бы через его пенис эта жена, которая гомосексуальная, она удовлетворяет свой интерес. Она же теперь как будто переспала же с той женщиной. Вот если вы ревнивы, вот сейчас у себя спрашиваете, или когда вы подозревали мужчину, когда вы подозревали мужа или мужчину, или парня, вы всегда представляли, вот хоть кого я буду спрашивать, все говорят, что именно вы, вот за что ревнуете, что именно вы представляете, когда муж уходит из... Он там разделся, он там ее вот так, он там ее вот так, то есть всегда сексуальные сцены, всегда это постель будет. И тогда, получается, она как бы добивается своего. И поэтому, когда вот эти мужчины, о которых мы вначале говорили, там, активно изменяют женам, какой-то процент вклад жен тоже есть. Женам надо. Бессознательно, конечно. Сознательно, кто же об этом? Да, психоанализ – это учение о бессознательном. Бессознательно этой жене надо, чтобы он почаще гулял, и тогда у нее как бы тоже очень много женского гарема, да? Он переспал А, теперь она как будто переспала с А. Он переспал с Б, теперь она тоже переспала как бы с Б. Это, знаете, такое бессознательное, как комплекс Дон Жуана. Вы, наверное, помните, да, кто такой Дон Жуан? Он, историки подсчитали, у него было где-то 400, не меньше женщин. С каждой женщиной он спал только 1 раз. 2-й раз эта женщина неинтересна. Вот это и самооценка его, потому что он каждый раз ставил, да, 391, 392, 395. Все выше, все выше. Да, вот как раз-то Анна и Командор Пушкин написал на эту же тему. Но я хочу сказать, что и женщины бывают такие же. Да, конечно, 400 нет. Я не знаю, конечно, я не всем это задание даю, но одной женщине я дала задание, она подсчитала, это было 43 мужчины. Поэтому это тоже Дон Жуан в юбке, да. Ну, я думаю, что если, может быть, кто тут самый смелый или время есть, подсчитайте, пожалуйста, вы можете написать тоже. Здесь в Ютубе в комментариях можете написать, а сколько у вас было мужчин, сколько у вас было женщин. Это тоже о чем-то говорит, ну, хотя бы о том, чтобы узнать, как вы устроены и зачем вы это делаете. Вопрос можно? Да. Это сказка «1000 и одна ночь». Про что это? Там начинается все с измены, потом
Знаете, да, эту сказку? Да. Потом в конце заканчивается, что все-таки попадается верная жена. С психоаналитической точки зрения, о чем это говорит? Ну, получается, Шахерезада же. Да, вот, не знаю, можно сказать, что та же Шахерезада, она бессознательно реализовала свой гомосексуальный интерес. Все ее сказки связаны с сексом, правильно? Не все. И потом Большинство. предполагается, что она девственница, да? А когда рассказывает сказки про сексуальные контексты, она как бы удовлетворяет, она получает оргазм, несмотря на то, что физиологически она девственница. Ну и потом, да, ее мораль себе очень жизнь высокая. еще Получается, подсказать. да, там конец басни такой, что ну, Шах теперь ее любит, и предполагается, что они теперь всегда будут вместе. Ну, хотя это большой вопрос. Да, если он всю жизнь привык ходить по наложницам, по гарему, то теперь насколько? Это та же самая лепешка, да? Он согласен ли будет теперь 15 лет одну и ту же лепешку под названием Шахерезада кушать? Или все-таки он потом захочет лепешку с изюмом и отойдет в сторону? Но какие люди, какие супруги не будут отходить в сторону все-таки? Вот я всегда всем показываю 3 линии. Да? Вот что мы делаем, когда выбираем себе пару? Сначала по голове. Қазақта текті ма, текті емес па? Дипломы бар ма, ақыл ойы бар ма, туысқандары бар ма, әжептәуір отбасы ма? Все, вот это разобрали по голове. Я уважаю, да? Ойы бар, бойы бар, дипломы бар, жұмысы бар. Окей. Теперь душа должна быть. Очень много парней, которых девушки уважают. Вот снова вот рассказываем из живых моих реальных клиентов. Ну, вот как-то вот сердце не стучит, да, вот он ұнамайды. Я мен оны сыйлаймын, Всё по голове. я жұмыста бірге, анау жақсы, я тойға шақырамын, но как-то сердце не колотится, понимаете, вот это душевное должно быть, что-то сердце должно колотиться все-таки, как с родственником. И остается пониже пояса. И недавно у меня есть, давно уже ей за 30, девственница, ни разу никакой парень ее за руку не держал, не говоря про поцелуй. И она говорит, а как узнать, что он мне интересен или не интересен, да? И получилось так, что я сразу мгновенно говорю, а вам хочется, чтобы он вас обнял? А вам хочется его обнимать? Ой, апа, енді түсіндім. То есть, что пониже пояса она теперь поняла. То есть, это вот то самое телесное, да, влечение, сексуальное влечение, когда очень хочется все-таки прикоснуться к нему, обнять его. Вот, понимаете, 4-й десяток, ну, как бы абсолютно сексуально невоспитанная девушка. К уму никаких претензий нет, очень умная девочка. Ну, вот так вот в семье случилось, так вот ее личная история случилась. Поэтому вы проверяете. И когда у вас и у супруга ночью в постели, ну, предполагается все-таки ночью, хотя я своим клиентам советую, можно этим делом заниматься днем, можно заниматься и на кухне, можно заниматься в прихожей, ну, разнообразить как-то надо. То есть, если у вас все-таки в постели пониже пояса, хорошо. Если он опаздывает, или вот сейчас коронавирус, и у вас сердце тревожится, ой, коронавирус, там жұмыста кетті ғой, это все-таки у вас душа, да? Есть какое-то душевное общение. И тем более, если вы вечерами за ужином можете с ним о многом поговорить. И вы его уважаете, потому что он там, детей любит, там, вас уважает, туда свозил, да, бриллиант не может купить, но золото купил, ну как-то вы его все равно уважаете. Да. И вот когда все эти 3 вещи есть, вы не будете изменять друг другу. Ну, измены когда начинается? Конечно, прежде всего это когда пониже пояса, когда там чего-то не хватает. Потом вот здесь вы как-то начинаете остывать друг другу. Не знаю, причины могут быть разные. Да, это разные причины. Например, маме своей на 8 марта он большой букет подарил, а вам маленький букет подарил. Все. И женщина может на этом закрыть свою душу. Или, допустим, на уровне головы. Вот знаете, вроде бы он работал, хороший студент был, учился, работал, да, вы его уважали, полюбили, вышли замуж. А теперь посмотри, пьет, и никакой зарплаты, пьет, и нигде больше 3 месяцев не работает. Вы же его уже не уважаете. Понимаете, и уже пошла тогда измена. Измена на уровне головы, измена на уровне души, ну и остается уже закрепить измена на уровне тела. Хотя, может быть, потому что я женщина анатомически, мне кажется, что многие женщины, они моногамные, они более верные. Когда у женщины есть вот эти 2 вещи, ее уважают, она уважает, ее любят, она любит, вот как-то женщина может перетерпеть без оргазма. Вот потому что есть дети, потому что есть обязанности, потому что, ну, не знаю, много всяких традиций.
И не всегда эти женщины, скажем, занимаются даже мастурбацией. Уебай, и в голове нельзя. Но это терпят. Но насколько это терпят мужчины? Поэтому немножко все-таки женская психология, мужская психология, они отличаются друг от друга. И вот я вам смогла ответить на фантазии гомосексуальные и бисексуальные? Вот моя помощница, не знаю, где там Карлага Ханым ушла, не ушла, надо бы почитать, я не успеваю в прямом эфире, может быть, есть какие-то вопросы, или кто-то из вас тут мне поможет. Да, может быть, кто-то. И мы сейчас сюда переходим. Просто если есть вопросы, в конце я оставлю время, и, может быть, мы на них ответим по прямому эфиру. Ну, а теперь у нас есть время на нашу клиентку. Это мы ее принимаем анонимно. Я ее вижу, но вы можете ее слышать. И посмотрим, что за история. Пожалуйста, включите свой звук. И өзіңіздің тарихыңызды, сұрағыңызды қойыңыз. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап тұрмын сізді. Айта қойыңыз. Сізді көргеніңізге қуаныштымын, үлкен. Сіздің қасыңызда адамдар бар ма деймін? Басымнан өткен жағдайды айтайын ба? Сіздің қасыңызда адамдар бар ма? Айта бересіз ба? Иә, қасымда адамдар қазақша түсінбейді. Мен таза қазақша айтайын. Жарайды, айта беріңіз. Мен тұрмысқа шыққаныма 3 жыл болып қалды. 2 жыл болған кезде, почти 1,5 жыл, қызыма жарты жыл болғанда, күйеуім өзінің жұмысшысымен жібермей кетті. И үлкен ұрыстар болды. Мені заттарыммен бірге үйіме әкеліп тастады, то, что он любит ее деп. Солай болды. И қайтадан татуластық. Татуласқаннан кейін ол тағы да сол әйелмен жүріп бастады. Сосын мен ол әйелдің күйеуіне барып айттым, ата-енесіне барып айттым, и әке-шешесіне бардым. Екеуінің үстінен жұмыстарынан арыз жазып, сол үйден кетіп қалдым. После этого сіздің неңізге қатыстым, и жаңағы психоанализ мектебінде где-то 3 месяца я ходила. И он вернулся через 2 месяца. И хочет қайтадан жасайын, отбасын құруға қалап жатыр да. Мен қазір білмеймін, қорқамын. Қайтадан құру керек па, құру керек емес па. Ол әйелді алып келді, мен алдыма ол әйелі жылап, өзі көремін, өзім жақсы көріп қалдым деп. Күйеуім жылады, что байқамадым, мен басым айналып қалды деп. Сондай жағдайлар болды. Изменадан кейін мен қатты өзгеріп кеттім деп айтсам болады. А сейчас в чем я должна вам помочь? Мен сізге сұрақ қойғым келген, оның барлығын жауабын жаңа тыңдап отырып алып алдым. Уже решили проблему? Вам теперь уже понятно, что с вами приключилось? Отбасыны қайтадан құру керек па, жоқ па, соны білмеймін да. А как вы хотите? Сами вы что хотите? Сіз өзіңізге не керек? Қосылғыңыз келе ме? Осы ажырасқан күйінде қалғыңыз келе ме? Қызым әкесін көрсе, сондай күшті бе? Мен үшеуміз жүрсек, қайтадан бір бұрынғы кезімізге біз как-то 5 жыл жүріп барып қосылдық қой. Сол кезге оралғым келеді. Бірақ мен ол жақта соншама нәрсені төңкеріп кеттім. И өзім әке-шешем тоже оны жек көріп кетті, өзім көп әңгіме айтып тастадым ол туралы. Енді сол үшін қосылуға ұяламын. Ішкі жан дүниеме қайтадан отбасы болып кетеміз ба деп ойлаймын. Қайтадан мына жерді тексерейік. Қалай, әлі де сыйлайсыз ба ол кісіні? Құрметтейсіз ба? Бар ма? Ондай? Әрине. Бар, құрмет бар. Ал қазір мысалы көз жасыңыз келіп тұр. Сонда жүрегіңіз лүпілдеп жақсы көріп тұрсыз ба ол кісіні? Жақсы көріп тұрмын. Жақсы көріп тұрсыз. Ал енді белден төмен жақ қандай еді? 1 жыл, 1,5 жыл бірге жүрдіңіздер. Сол кезде қандай болды? Сол босанғанға дейін күшті болған. Сол босанған соң мен оны соған түсіп кеткенін сеземін. Ал неге сіз жақындатпадыңыз? Менде қаламады. Босанған екен неге жақындатпадыңыз күйеуіңізді?
себебі біз ауылға көшіп кеттік и мен енеммен бірінші рет тұрып бастадым, маған ыңғайсыз болды, и қашып жүретінмін. Вот. Ну вот вам еще одна причина. Это связано с беременностью. Когда у женщины меняется фигура, у мужчины меняется к ней отношение. Почему? Потому что он полюбил вот такую дюймовочку, тонкую, стройную. А тут теперь какая-то безобразная пузатая каракатица. Я это вам говорю слова одного моего клиента. Он переживал, он ее любит, он не хочет развода, но он говорит: апай, меня тошнит. Вот я как ее посмотрю, увижу, тошнит, шешингім келмейді, қарағым келмейді. Да? Или иногда это не только беременность, иногда ведь бұл шиып, 35-40 кило семіріп кетеді. Апай, ана май көтенін көргенде құстың келгенін білсеңіз. Да, вот несколько мужчин, я вам их цитирую. Другой мужчина, да. А другой мужчина, третий, он жаловался: апай, мен оған үйленгенде, осыған дейін бала тапқанша бір әжептеуір келіншек, мына жері де бар, ана жері де бар. Енді мынандай болып кетті, құр сүйек сүлдіріп, ана халатыңды шешпей қойшы деймін. Давай халатпен ақ жата салайықшы деп, халатын шеше, бір смерть пришла деп. Понятно? Да. Поэтому вы, женщины, ну и мужчины тоже, вы должны понимать, у мужчины и у женщины в голове остается первый образ. Вот вы были тонкой, звонкой, стройной, он вас такой запомнил. Это как фотография у него внутренняя. И вам желательно максимально соответствовать этой фотографии. А когда вот уже... Ну теперь вот беременность, конечно, беременность нужна. Сознательно мужчина понимает. И это проблема дополнительная, вот беременность. Тут уже никак не уберешь. Не бывает ребенка без большого живота. Это, конечно, тогда осознанные, это должны быть осознанные разговоры между беременной и супругой. Вы тогда пока микрофон отключите, чтобы слишком шумно. Вы же слышите главное. Вот запомнили. И еще то, что я советую своим, и то, что вы, если серьезные вещи почитаете, вы знаете. Сексом можно заниматься за 1 час до родов. Вы сексом позанимались, скорую вызвали или сами отвезли. Понимаете? И поэтому женщины, которые говорят: я беременная, теперь не прикасайся ко мне, либо природа, либо шариат, либо что-то, они закладывают почву для измены. В отличие от женщин, у мужчин очень много сперматозоидов. У нас в месяц всего 1 яйцеклетка созревает. У них миллионы. И эти миллионы сперматозоидов, они требуют разрядки. Требуют. И поэтому я всегда женщинам говорю: күйеуіңіз қарным ашты десе, неге бірдегені шайыңызды алып жүгіресіз? Енді күйеуіңіздің белден төмен жағы да ашып жатыр ғой, қарны ашып жатыр. Неге о жаққа бермейсіз беретін нәрсені? Жоқ, анау біресе басым ауырды, біресе көтенім ауырды, біресе анау, біресе мынау. Очень много всяких поз. Запомнили, беременные женщины? За час до родов можно только успеть помыться и поехать на родильное кресло. Так. Теперь уже родили. И точно так же сейчас, я не знаю, может быть и усиление шариата или еще что-то. 40 дней нельзя прикасаться. Как это так 40 дней? Вот вы почитайте серьезных физиологов. Да, это не я там обвинять меня или моего дедушку Зиги Фрейда не стоит. Просто мужчины, организм мужчин устроен так, что они могут быть голодными 9 дней. На 10-й день они уже должны где-то что-то сделать. 10 дней разрешается. Да, и если мужчина за это время там занимается мастурбацией, легче. Но есть мужчины, которые не могут заниматься мастурбацией. Ну, тоже это уже другая тема, наверное. И поэтому женщина должна помочь. Говорят, на психику действует, когда понимаете, Бог, если вы верите в Бога, Бог создал нас так, что мы можем получать сексуальное удовольствие через любую дырку. Поэтому у женщин и у мужчин очень много дырок, в любую дырку. Но мужчина должен получить свою порцию рядом с вами. Если вы не хотите, чтобы завтра ребенок плакал, на келіншек не давайте тұр. Әрине өзің де жүрек ауырады. Кішкентай балапан қызының да жүрек ауырады әкесін көрген кезде. Любой птенчик, ребенок хочет, чтобы 2 крыла, мама и папа, были всегда рядом. А это опять мы уходим к постели. И это вот явное, да, это уже осознанно женщина говорит: мне его не надо было. Я не знаю, насколько это влияние после родовой депрессии. Есть такое понятие: послеродовая депрессия. Это приступ враждебности. Женщина не хочет видеть ребенка, потому что он ей столько боли принес. Женщина не хочет видеть мужчину, потому что именно он считается как бы виноватым. И надо в роддоме, кто из вас бывал, вы слышите:
да, чтоб я с ним еще легла, да, чтоб он пропал, да, ешқашан бермеймін енді в роддоме такие крики, да, такие крики в роддоме есть, да, потому что, и поэтому, ну, женщина с психологической грамотностью, она должна понимать, что это временное явление, да, это очень больно, но зато счастье материнства это все окупает. Ну, точно так же, а почему счастье отцовства мы не уважаем? Отец тоже, и, да, и поэтому с первой минуты вообще-то отцу надо давать ребенка, несмотря на всякий коронавирус, чтобы возбудить отцовский инстинкт. Ну и тем более пониже пояса. Иногда мужчины на первый план ставят женщину. У них отцовский инстинкт слабый. Казақтар балажан дейді ғой, көп еркек балажан емес, аз еркек балажан. И поэтому мужчине очень важно, чтобы жена, несмотря на двух близнецов, уделяла ему внимание. Вот если у вас муж такой, нужно это понимать. Отставить малышей трехмесячных близнецов и уважить своего мужа, а потом уже вернуться к детям. Но если вам повезло, если у вас мужчина балажан, он сам будет, наоборот, с этими вашими близняшками возиться и поменьше теребить вас пониже пояса. Но люди разные. И это надо учитывать, кто рядом с вами. Может быть, вместе надо, может быть, по отдельности надо сходить к специалистам и вот это все прояснить и выяснить. Ну, я думаю, что наша анонимная героиня больше за то, чтобы все-таки быть вместе. Но что я уловила? Да, это ложный стыд. За что ей стыдно? То, что происходит в моих отношениях с моим супругом, это только должно быть моим и его секретом. То, что внутри спальни, мы же дверь не открываем, никто же не смотрит, что внутри спальни. Вот символически это так, это должно быть там. А эта женщина молодая в чем признается? Она открыла двери окна спальни, и ее родители вот это все видели. Да, она ой, тесик. Поэтому ей стыдно за то, что она когда-то нарушила границы и вовлекла своих родителей в свои супружеские конфликты. Супружеские конфликты надо решать, но не с родителями. Сіз қазір күйеуіңізбен ұрсып, төбелесіп, ажырасып кеттіңіз, мамаңызға, папаңызға айттыңыз, ертең белден төмен жақ тағы да қышып кетеді, қайтадан құшақтасып жата бересіздер. А мамаңыз бен папаңыз не болып қалды? Они же с ним не спят, они его не обнимают, и поэтому вы его показали монстром, да? Они до сих пор думают, что он монстр. А монстром он был для вас 5 минут всего лишь. А родители-то теперь 5 лет будут думать, что он монстр. Поэтому подружке расскажите. Психологу своему расскажите, но родителям не надо об этом говорить. Вот почему очень мудрые наши казахские пословицы, поговорки. Куда мың жылдық? Потому что кудалар друг другу не рассказывают о том, что внутри спальни. Кудалар рассказывает только о том, что в гостиной. Ну, изредка что там во дворе еще можно рассказать, правильно? И поэтому мың жылдық, то есть у нас нету. А когда дочь сама рассказала все, что там в спальне происходит, конечно, родителям очень тяжело. Но теперь вам придется, ну, я не знаю, в каком городе вы живете, если там специалисты, ну, в любом случае есть скайп, вам нужно хотя бы на разовую консультацию, потому что здесь деталей нет уже, где-то мои фантазии уже пошли, я так предполагаю, у вас может быть чуть по-другому, все детали разобрать, потом желательно, чтобы ваш муж тоже пришел на консультацию, вдвоем решить. Если вы вдвоем очень будете крепкими, то тогда, конечно, родители вас простят. Потому что если родители действительно вас любят, они хотят, чтобы вы были счастливы. И если вы скажете, мама, папа, кешіріңіздер, мен қызып кеттім, сол кезде оны жамандап кеттім, былайша ойы да тамаша, бойы да тамаша. Вообще я его люблю. И тем более, когда у вас есть ребенок. Наверное, вам нужно сначала простить это. Бұл мен мамыл папам ғой, мен опять енеммен тұруыма тура келеді. Енем тоже істеп кеткенімді кешірмеймін, келмесін деп айтып отыр да. Сіздің айтып жатқаныңыз келсем, мен бардым психологқа 3 айдай ғана. Одан кейін тоже болмай кетті. Это значит, вы умеете какать. Если вы покакали, то теперь именно вам нужно чистить свой горшок. Енеңізде адам, енеңізде әйел, енеңізде кезінде жас келіншек болған. Сондықтан попробуйте, как женщина молодая, с женщиной опытной поговорить. Вам нужно будет чуть-чуть на ступеньку ниже себя поставить, енешку чуть повыше,
көтшелік қыласыз енеңізді. Сонымен риза болады да үйге қайтадан шақыра салады. Мына жерде отыр сондайлар. Біз бәріміз жақсы көреміз, бізді көтшелік қылып ана пьедесталға көтеріп қойған кезде. Поэтому вам задание. Я не знаю, вчера вы на вебинаре были, не были. Если были вчера на вебинаре, помните 3 плюса. Енеңіздің 3 жақсы қасиетін тауып алып, бүгіннен бастап WhatsApp-қа енеңізге соны жазып жіберіңіз. Апатай, сіз мына жеріңіз мынандай еді, тамаша болды деп. Ну, не знаю, например, если бы жива была моя свекровь, у меня сразу мгновенно готово, и от меня, от всей моей родовой, фирменные баурсаки. Вот нигде по всему миру нету таких баурсаков, которые были у моей енешки. Знаете, вот что-то маленькое, но ей действительно очень вам ей понравится. А ее теплая реакция уже вам понравится. Так что СНСГ сет. Ну, вы запомнили, да? Если вы покакали в горшок, убирать горшок, это уже ваша задача. Спасибо вам за доверие, за ваш рассказ. Мен ойлаймын, көп келіншектер қазір сол сіздің мысалыңызда үлгі ретінде үйреніп алатын шығар көп нәрсені. Жақсы, сау болыңыз. Прямой эфир енді тыңдай беріңіз. Ну что же, наше время завершается. Теперь давайте ваши выводы. Вы позже всех пришли, попробуйте сказать, с какими чувствами вы пришли и с какими чувствами завершаете салон. Эти люди уже говорили, с чем пришли. Я долго хотела к вам попасть, просто сегодня не успела. Сіз келмей тұрып ұрсып алдым. Апай керексіз, апай көмегіңіз керек. Ақшасыз тегін дегендер мені қазір көрдім, бәрі жағы 35 адам. Қан 350 адам отырмай ма, 3000 отырмай ма? Инстаграмда 5000-нан астам адамдар бар. Просто күйеуім күтіп отырып қалдым, ол келіп шақа жүріп жүргенбіз. Менде қазір балалар 7-й год тұрып отырып, бірге, это у меня 2-й год, бала болмады. И сонда да 100 раз расстались, 100 раз помирились, не знаю. Но сонда да... Давайте мы эту тему отложим на следующее. Да? Бесплодие, и, ну, моя спецификация это психологическое бесплодие. 7 жылдың ішінде медиктер сізді психологқа жіберген шығар. Сейчас у нас в Алмате, во всяком случае, медики очень грамотные. Они ко мне отправляют женщин из разных центров, так и пишут. Психологическое бесплодие. Потому что белден төмен жақтың бәрілігі таптамаша. А сейчас с чем уходит? Бірдеме ала алдыңыз ба өзіңізге? Я хоть кешіксем де, хоть чуть-чуть успела деп ойлаймын. Что-то взяли. Да. Но енді теперь сіздің инстаграмнан любой страницадан қарап енді... Да, каждую субботу с часу 30 до 15:00 у нас бесплатные салоны, и всегда бывает прямой эфир, поэтому 24 часа вы можете это слушать. И раз в 2 недели я сейчас провожу тоже онлайн работу, это семинар, поэтому раз онлайн это называется вебинар, управлять конфликтами. Видите, у вас уже много конфликтов. Это 10 000 тенге и каждую пятницу, вторую, 21:00 до 23:00. Может быть, туда подключитесь. Окей, кешіп келген сізге сөз берейік. Да, но я помню, это было перед моим отпуском, поэтому вы уже 2-й месяц приходите. Я всегда радуюсь, когда мужчины приходят. Знаете, если бы половина мужчин были психологически грамотными, у нас мало слез было бы в обществе. Так что добро пожаловать. Я... Тоже өзіме көп пайдалы нәрселер алдым, тоже. Просто алдағы уақытта берсе жақында отбасы үйленер тоже. Но все-таки приняли решение жениться. Я помню, с чем вы пришли, жениться или не жениться. Ну, здорово, это все-таки позитив. Но ваша половинка, она посещает ли салоны? Это очень большая опасность. В основном, вы видите, у нас женщины приходят, да? Психологическая грамотность достаточно у женщин. И женщины вот так думают ценности одни, а мужчина ретроград, мужчина консерватор, он думает совсем по-другому. И поэтому я всегда советую, под любыми соусами попробуйте приведите своего мужа или мужчину. Школа психоанализа, центр психоанализа, салон психоанализа, тренинги всевозможные, хоть куда-то. Потому что если вы говорите по-английски, он тоже должен хотя бы основы английского понимать. Потому что
Ол кызбалык, это медовый месяц, бесплатный регулярный секс, это все здорово. Но через полгода надо жить самой обычной жизнью, да? Мусор выносить надо, картошку чистить надо, и тогда вы уже можете не выдержать. Поэтому вашей девушке, пока еще невесте, обязательно надо побывать на таких посиделках. И тогда вы друг друга будете понимать. Так, бармақ айтатыңыз. Көрдіңіз бе, сіздің әрбір сөзіңіз мына жердегі тікелей эфирдегі адамдарға көмек қой. Олар да ойланады. Тағы да кім? С чем уходите? Сіз кешіп келдіңіз бізге. Ага. Я скажу тоже. Да. Просидела в Грузии всего лишь 40 минут, 45 минут, но получила очень хорошие знания. Вообще открытый человек, я к знаниям, скажу так. Но уже 10 лет замужем, в браке, 3 детей. 11-й год скоро пойдет. Вот это все, что вы говорили, в принципе, оно в жизни. Сексуальная пустыня пойдет. Все происходит на самом деле. Хочется с мужем к вам попасть теперь. Давайте. Нужно это, именно это я поняла. Потом ухожу с тем, что все-таки, честно, если сказать, когда я к психологу прихожу, я пытаюсь найти ответ какой-то извне. Чтобы вот я все это делаю, все, что мне қолымнан келеді, я в своей ситуации уже сделала, у меня вот насколько получилось, но я не удовлетворена результатом, и мне нужен психолог. Давайте я успею, пока люди что услышали, вы продолжите потом. Еще я забыла одну причину. Иногда измена – это повторение родителей. Уядан не горсем, ушканда сон лесен. Недавно с одной клиенткой мы к этому пришли. Вроде у них все замечательно с мужем. И он занимается психологией, она занимается, вот все замечательно, ценности одинаковые. Но почему она вдруг изменила? А потому что у нее дома папа изменял, мама изменяла. И об этом знали все в открытую. Да. И она не смогла, вот, несмотря на Эту то, программу да, вот теперь генетическую продолжайте. Да. родовую надо было убирать, может? Да. Не получается, я Народу. у Сейчас психолога ищу ищу какой-то ответ, какую-то помощь дополнительную, как будто вы какие-то сверхлюди, которые придут и с палочкой какой-то решат эти проблемы. Вы чародей, суфли. И нет. А сейчас до меня очередной раз дошло, добилось, что вот классно сказали, накакала, чисти сам свой горшок. По-любому, значит, на своем уровне, на психологическом своем уровне мы должны себя, значит, изменить, свое видение ситуации, свое чувство к ситуации, и таким образом через призму своего видения все равно влиять на свою жизнь, грубо говоря. Ну вот это я сейчас 100% не то, что поняла, а осознала. Окей, спасибо вам. Вам Так, спасибо. Гуля Ханом у нас. С чем уходите? Я присоединилась просто. Ко всем присоединяюсь, да? Да, я давно вас не видела, во-первых, давно не соскучилась, я подходить неудобно просто. Коронавирус хороший барьер. А потом я еще туда Жулдуска мне помогла вычистилась. Спасибо, так что ей. Наверное, гораздо. И если быстренько есть какие-то выводы, хотите? Кто-то что-то хочет сказать? Сізді тоқтатып қойып едім. Сіздің енді Нет, я говорю, қорытындыңыз. эти, говорю, измены по роду генетически, может, в свое время надо было убирать эти Мы уже программы. завершаем, поэтому вы можете Да. сказать о том, с какими чувствами вы уходите. Очень удовлетворенный. Свои, которые допустил ошибки. С его стороны, с моей стороны, я поняла уже. Но хоть поздно, но поняла. Вот видите, я мастер удовлетворять и мужчин, и женщин. Так что на этом остановимся. До свидания. Оргазм. Да.